по республике. Поэтому вот сегодня мы организовали такую встречу. Вчера вот встреча с казахскими школами прошла, сегодня встреча с русскими школами. Поэтому сегодня с вами будет работать Ольга Александровна. Вот это учитель биологии и химии, а также зауч по учебной работе школы гимназии БЭС города Петропавловска. Коллеги, я попрошу вас открыть все камеры, быть активными, потому что будут именно наводящие вопросы, будет обратная связь, поэтому, пожалуйста, чтобы вы активно работали. Это, в общем, для вас нужно, чтобы, потому что когда проводили анкетирование, говорили, что учителя требуют методической поддержки именно при формировании, естественно, научной грамотности на уроках, во внеурочное время. Поэтому вот такую диалоговую площадку именно запустили. Пожалуйста, Ольга Александровна, вам слово. Спасибо, Селима Ангельдиновна. Я могу начать демонстрацию, да? Да, можете. Да. Сейчас я включу тогда сразу. И еще, коллеги, вот мне сейчас Балхан Тигенович написал, что, оказывается, у нас возможно, что 40 минут будет, потом по этой же ссылке опять заходить будем, хорошо? Вчера вроде бы нормально все прошло, но сегодня, говорит, возможно, что будет 40 минут, поэтому вот такое вот неурядица получилась у нас. Поэтому прошу прощения заранее, без кипиша, потом заново заходим. Все хорошо, все, спасибо. Всем, коллеги, доброе утро. Я тоже всех поздравляю. Я тоже всех поздравляю с праздником, с большим, светлым. Всем мира, добра, здоровья, благополучия. Всем родным нашим, близким. И, коллеги, сегодня я хотела бы, с вами провести именно диалог, общение, не мой монолог, который я буду представлять. Поэтому давайте попробуем вместе отработать это время с определенными результатами, преследуя определенную цель, и чтобы наша встреча была эффективной. Как уже сказала Селима Ангельдиновна, мы в преддверии большого международного тестирования, которое проводится раз в 3 года, и наша встреча сегодня именно называется «Развитие функциональной грамотности». О ней мы очень много говорим на уроках, естественно, биологии и химии. И начнем мы вот с такого, я хотела бы начать вот с такого вопроса. Наверное, в последнее время, особенно, наверное, в последний этот год, когда мы ждали этого тестирования, мы ждали, что какие школы будут принимать участие, готовились, много очень говорили о функциональной грамотности. Вот у меня вот такой вопрос. Это касается даже не этого года обучения, мы начали о ней говорить гораздо раньше. Почему в настоящее время, и будем говорить, и в ближайшие годы обучения функциональной грамотности придают большое значение, коллеги? Почему мы часто очень говорим о функциональной грамотности? Так, давайте я тогда буду, наверное, вы подписаны, я буду спрашивать вас, чтобы вовлекать диалог. Вот Ризагуль у нас включена камера, даже спасибо вам. Ага, давайте вы попробуйте ответить. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Поздравляю с праздником вас всех. Мира и тепла в доме вашем. Процветания. Я думаю, что функциональная грамотность, почему так зациклена на этом этапе? Потому что дети, задания такие даже разрабатываются на функциональную грамотность, чтобы чтение текста было, углубленное изучение предмета, химии, биологии, чтобы дети понимали смысл, о чем речь. К примеру, если, допустим, про алюминий вопрос, если будет, функции, свойства алюминия, химические свойства, получение, применение его. К примеру, такое задание, если. Мне кажется, углубленное изучение предмета. Углубленное изучение предмета. Из того, что вы сказали бы, я здесь бы акцент сделала. Спасибо, было у детей развито. Сделаю акцент именно даже не на углубленном, может быть, изучении, а на понимании, на понимании того, что они получают. Ведь функциональная грамотность – это и есть применение тех знаний, которые мы даем детям в школе, в реальной жизни. Есть даже такое определение, спасибо, Ризагуль, что вы вступили в диалог, нам дают такое определение, разные источники, что функциональная грамотность – это способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в разных сферах человеческой деятельности, общения, социальных отношений. То есть, как сейчас нам сказала наша коллега,
понимание того, что необходимо, для чего эти знания ребенок получает. Когда я общаюсь с коллегами, я всегда на этом делаю акцент. Вот, наверное, когда вы готовитесь к урокам, к своим, да, первое, о чем мы думаем, открывая там наши все планирования, да, задумываясь о уроке, мы должны прежде всего понять с вами, да, какую цель мы хотим достигнуть, цели какие у нас на уроке, и как эти знания, которые мы должны детям, дети должны получить на уроке, даже не дать здесь, мы совместно их должны, да, получить на уроке, как они будут применять в жизни. Это очень важно, потому что знания не должны быть оторваны от реальной жизни. Любая тема, которую бы вы не брали на уроке, она должна четко прослеживаться, иметь такую аналогию с жизнью, да, вы должны проводить, как красная нить должна проходить, вот эта вот аналогия с жизнью. Не где-то знания там у нас отдельно, а то, что мы говорим на уроке, это отдельно. Это очень важно. Функциональная грамотность, само понятие, оно очень обширное, да. Почему мы говорим о международном тестировании ПИЗа, которое проходит раз в 3 года, я уже повторюсь, еще раз вам скажу, она включает в себя разные виды грамотности. Да? Это, естественно, научная грамотность, математическая, читательская грамотность, еще финансовая грамотность и креативное мышление. Вот эти все грамотности, которые учащиеся получают в школе, да, на что мы делаем акцент, они и имеют место быть, то есть наличие у учащихся вот этих основных направлений грамотности и проверяется в международном тестировании. То есть математическая грамотность, да, как они владеют этими понятиями, читательская грамотность, естественно, научная, это то, о чем мы будем говорить, но мы сегодня не только об этом, мы о читательской грамотности поговорим, и о креативном мышлении. Вот эти вот составляющие, основные составляющие международного тестирования. Если говорить о исследовании, которое будет проходить в этом году, ну, вы знаете, оно было вообще запланировано в 2021 году, но из-за пандемии тестирование было перенесено на 2022 год. Значит, какие особенности данного тестирования? Значит, это сохранение основных направлений. Знаете, математическая, естественно-научная, читательская, финансовая грамотность. Эти направления сохраняются, но каждый год, как проходит тестирование, идет акцент на какой-то грамотности определенной. Допустим, в этом году, в 2022 году будет идти акцент на совершенствование концепции математической грамотности. Но это не значит, да, что, естественно, научная грамотность и читательская грамотность, они куда-то уйдут очень далеко. Они все, в принципе, все тесно взаимосвязаны. Я думаю, каждый из вас уже проходили различные курсы по функциональной грамотности, и в рамках подготовки к данному тестированию вы об этом знаете. Ну и смотрите, еще одной особенностью будет, что введение нового направления креативное мышление. Это будет особенность именно данного тестирования, которое будет проходить в этом году. Значит, задания, которые представляются в международном тестировании, они имеют определенную модель. Это сейчас я общий такой вас познакомлю, да, и мы перейдем на определенные грамотности. То есть они состоят из 3 основных составляющих. Это содержательная область, контексты или ситуации и компетентная область заданий. Вот вы видите, на этой схеме очень хорошо, я долго искала, думаю, как бы сразу вот в одной схеме представить вам все направления, все вот эти грамотности. И здесь видно, значит, что содержательная область данных заданий, да, и в читательской грамотности, и в математической, да, и здесь финансовая даже грамотность представлена, и в критическом мышлении, они имеют свое место. То есть содержательная область в читательской грамотности, эти типы, форматы текста. Сплошные, не сплошные, мы сейчас на этом тоже немножко с вами остановимся. Если говорить о контекстах, да, в ситуациях, тоже разные могут быть. Если о нашей грамотности говорить, это здоровье, ресурсы, среда, связь науки и техники, технологии разные. Если говорить о компетентности, да, это способность давать научные объяснения. То есть, имея определенные знания, дети должны давать научные объяснения многим понятиям, основываясь на методах определенных, интерпретировать данные. Вот эти задачки мы тоже, ситуации, которые можно применить на уроке, мы с вами посмотрим, какие небольшие ситуационные задачи можно применить именно на компетентностную область. И
Ну и посмотрим с вами именно в формате урока, где это можно применить. Значит, начнем с вами с читательской грамотности. Да? Читательская грамотность и чтение. Вот такой вот у меня вопрос. У вас, конечно, сейчас на слайде дано определение, что такое читательская грамотность. У нас есть понятие читательская грамотность, а есть навык чтения. Вот скажите, коллеги, мне, пожалуйста, в чем отличие навыка чтения от читательской грамотности? Навык чтения, которым владеют дети овладевают дети дошкольного возраста, да, и читательская грамотность. Есть различия в этих двух понятиях? Почему мы применяем именно понятие грамотность, или это одинаковые понятия? Нет, это разные понятия. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что читательская грамотность – это как мы грамотно можем вчитываться в сам вопрос, если это есть задание у нас, да? А то, что читаем мы, детей изначально учат читать, как правильно читать, как произносить слова и так далее. А читательская грамотность – как понимать вопрос. Вот это вот самое главное у нас. Вопросы, допустим, вот в заданиях ПИЗа, которые нам даются, они должны в этих заданиях находить ответ, то есть направленность, с каким предметом он связан, потому что у нас может быть вопрос биологии, как сказать, например, глаза, но он может быть связан, допустим, с предметом физика. Вот пример. Они должны это увидеть в самом задании. Вот это и есть читательская грамотность. Так, Зарина, это вы, да, говорили сейчас? Да. Зарина, большое спасибо. Совершенно верно, да. Грамотность и навык чтения – это разные понятия. Как мы сказали, навыком чтения овладевают дети в дошкольном возрасте, да. Они учат буквы, учатся читать этому навыку. Но этого недостаточно, да, в дальнейшем в школе, да, они овладевают именно грамотностью читательской. Как сказала Зарина, наша коллега, да, это способность понимать текст, извлекать информацию, способность интерпретировать. Как уже тоже сказала Зарина, что задания, которые нам даются в формате ПИЗа, да, они даже в естественно-научной грамотности, они не обязательно будут иметь содержание по данной грамотности, да, то есть мы должны интерпретировать иногда, перевернуть и найти вот эту связь и ответить на вопросы, именно касаемые, естественно, научной грамотности. То есть умение извлекать информацию, как вы видите уже на слайде, да, из текста, интерпретировать, об этом я сказала, и использовать ее. Когда с коллегами мы разговариваем о читательской грамотности, многие говорят, что читательская грамотность – это больше для учителей филологических наук, да, дисциплин. Русский язык, казахский язык, иностранные языки, они же там больше текстов читают. Но это совершенно неверное убеждение, коллеги, ведь мы с вами тоже работаем с текстами, мы работаем с информацией, мы работаем, первый – это учебник наш, да, где представлена информация, с ней тоже нужно уметь работать. Это информацию, которую вы даете, можете давать им дополнительную информацию. Информацию они могут получать из интернет-ресурсов, на которую вы их, опять же, отправляете на работу с этой информацией. То есть мы так же, как и филологи, да, может быть, если говорить о литературе, где они изучают литературные произведения, да, там, конечно, больше. Но у нас-то весь фокус в том, что вот в этой небольшой информации учащимся необходимо найти достаточное количество ответов на поставленные вопросы именно в формате заданий. И это очень важно. В принципе, когда вот мы курсы проходим, я говорю слушателям, что задание на читательскую грамотность вы можете использовать практически и используете каждый урок. Но это не только, конечно, просто вы взяли текст учебника, да, там, работаем с текстом учебника. Всегда выделяете из всего параграфа, невозможно работать с всем текстом, какую-то основную часть. То есть поработать, открываем страницу учебника, допустим, 58, находим данный абзац, ограничиваем, и они работают только по нему, не по всему учебнику. И из этой информации выделяют самое важное, что для вас необходимо. Как это можно просмотреть? Вот смотрите. Так, сейчас я еще вам вот этот слайд покажу, и мы пока посмотрим задание. Значит, что в себя включает читательская грамотность?
как мы уже сказали, это понимание прочитанного, да, не просто мы просмотрели, взглядом пробежали, это рефлексия, то есть раздумье, анализ того, что мы прочитали, да, перенос может быть на себя, потому что ситуации в заданиях могут быть разные, они личностные могут быть, то есть можно перенести именно на личность, на себя, в сферу личного сознания. И также использование информации прочитанного, то есть использование человеком содержания текста в разных ситуациях, опять же, для решения определенных проблем. Вот смотрите, сейчас я остановлю демонстрацию и открою вам вот такой вот сборник. Так. Вам виден сборник, который я открыла, коллеги? Да. Хорошо. Так, я вот хотела бы обратить внимание вот на такое задание. Этот сборник так и называется «Читательская грамотность», где даны задания, которые, в принципе, можно использовать на уроке в чистом виде, можно их трансформировать. Каждое задание можно трансформировать под тему урока, под цель, которую вы преследуете. Вот, допустим, такое вот задание. И здесь даже прописано, как его необходимо решать и как его необходимо делать. Посол Франции о идее и традициях Казахстана. Казалось бы, да, какая связь может быть, допустим, с предметами естественно-научного, с предметами биологии или химии? Да, посол Франции, задание называется «О идее и традициях Казахстана». Да, небольшой текст, вот он, текст вы видите на экране. Если говорить о после Франции, кстати, Филипп Мартине, он приезжал к нам в город в 2019 году, он был у нас в гимназии, посол Франции. Вот, мы его встречали, очень интересный человек, он полиглот, несколько знает иностранных языков, причем он изучает даже казахский язык, так вот мы лично с ним общались, вот, здесь даже написано, вот какими языками он владеет, и изучает казахский язык, и знает традиции, блюда казахской кухни и так далее. Вот, ну ладно, вот первый фрагмент, какова цель первого фрагмента, да, здесь даны вопросы. Ну, заинтересовать информацией с начала текста, да, заинтересовали. И идут рекомендации. То есть для чего, да, почему именно про первый вариант правильный, да, и почему второй вариант не может быть правильный и так далее. Второй фрагмент, идет уже текст гораздо больше. Вот, как раз идет проблема изменения климата, проблемы с климатом, связь, здесь можно даже говорить о предметах естествознания, география. Вот, идет описание его особенностей питания, да, и климат, все это связано, и вопросы, опять же, определите причинно-следственную связь в рассуждениях посла, согласно фрагменту, да, и правильный ответ указан у вас здесь, конечно, что животноводство, парниковые газы, глобальное потепление, да, вот, и идут рекомендации к выполнению задания. То есть обыграть можно. Вы сразу переносите, допустим, задание на наш урок, именно на урок химии, на урок биологии перенести. Не обязательно даже взять все задания, которые здесь даны по данному тексту, именно вот по послу Франции. Можно выбрать что-то для себя. Дальше идет фрагмент 3, вы уже видите, современное состояние и перспективы развития животноводства Казахстана. Это тоже темы, которые можно разбирать, которые есть у нас даже в программе, которые можно применить у нас на уроках, да, много. И идет текст как раз, опять же, по данному вопросу, и идут задания. По какому основному вопросу расходится мнение Филиппа Мартине и автора фрагмента номер 3. То есть идет текст уже, мнение Филиппа Мартине, оно было ранее, и здесь нужно сопоставить. Работаем с информацией. И опять ждут рекомендации по выполнению. Четвертый фрагмент. То есть вы знаете, что задания в формате ПИЗа, они имеют несколько фрагментов, несколько параметров выполнения. Опять же идет, описывается до Казахстана, где работал Филипп Мартине и так далее, тоже особенности, да, про Казахстан и так далее. И идет опять задание, по какому утверждению нарушена причинно-следственной связи. Я не говорю, что, допустим, да, вот это задание можно у нас взять на предмете, на биологии, к примеру, или там на естествознании, или на химии, да, вот это задание, к примеру, можно не брать. Но из тех заданий, которые вот мы сейчас с вами смотрим, да, они имеют место быть на нашем уроке. Ну, к примеру,
здесь. Давайте вот мы остановимся на вот данном задании. Современное состояние и перспективы развития животноводства Казахстана. Где возможно применение данного текста, к примеру, да, данного задания в формате наших предметов? Где вы могли бы увидеть его? Где вы могли бы применить? Давайте поразмышляем с вами. Здесь бы я акцент сделала. Коллеги, давайте поактивнее, пожалуйста. Коллеги, давайте. Так. Анна, давайте вас послушаем. Аиртауский район. Так, хочется, к сожалению, не помню. Рана, вы здесь? Так вот, Альбина. Ну давайте, ага. Ну, это по общей биологии, 9 класс, там, где идет эволюция. Быстро хотела сказать. Так, общая биология, 9. Ага, да-да-да, говорите. Что-то я не слышу вас. И себя тоже зависаю. Мы вас слышим хорошо. Развитие хозяйства, породы выведения животных, растений. Я думаю, вот этот текст можно использовать вот именно на этих темах по биологии. Селекция, да. Генетика, селекция. Генетика, селекция. Хорошо, да. Гибридизация. Гибридизация, да. Угу. Так, ну вот видите, коллеги, то есть если хорошо обыграть, да, любое задание, нужно смотреть критически на него, на любое задание, да, не прямо вот смотрим и сразу мы, вот не по теме мы это не будем применять. Нет, любое задание можно обыграть и хорошо внести в формат урока, в свой формат урока. Если говорить вот даже об этом тексте, вот фрагмент 2, проблемы изменения климата, животноводство, здесь тоже вегетарианство. Как вы думаете, где вот этот текст можно применить? Можно я? Экология. Можно, конечно. Доброе утро. Я думаю, когда мы начинаем изучать в разделе 9 класса химический состав клетки, органические вещества, вот здесь уместно говорить об органических белках, растительных белках, когда мы говорим, да, там состав аминокислотный, и вот здесь можно сказать, чем отличается аминокислотный состав растительных и животного происхождения. Тут же вегетарианство, вот вам, пожалуйста, можно ли быть вегом, или лучше быть всеядным, или наоборот, употреблять только животный белок. Вот здесь, я думаю, можно вставить. Да, совершенно верно. Я и хотела тоже акцент сделать даже о вегетарианстве. Это питание, мы о нем говорим, кстати, и на естествознаниях о питании говорим, да. Можно здесь тоже поговорить об этом, то есть затронуть данную тему. И питание у нас есть, и 8 класс биологии мы изучаем, и химия, я думаю, это тоже. Почему важно быть, да, всеядным, а не делать акцент на вегетарианстве, к примеру, да, мы это тоже, об этом надо говорить, потому что, ну, дети в жизни, когда они выходят в жизнь, они же с этим столкнутся. Скорее всего, они будут об этом, да, и они должны об этом знать, то есть они должны быть грамотными. Речь-то идет, начиная с 8 класса. В 8 классе, когда у них еще представления не сформировались и слабая научная база, и дети стремятся похудеть, ну, мы об этом знаем, работая в школе. Там, прочитав всевозможные диеты, быстренько садятся, используют и так далее. И вот с 8 класса уже начинаешь говорить о том, что вот у нас там есть тоже раздел белки, жиры, углеводы, обмен веществ. Вот оттуда это идет материал. Ну а в 9 классе уже можно на более высоком уровне это рассматривать. Но начало идет с 8.
Да, совершенно верно, спасибо большое. Да, вот видите, вы нашли место применения, здесь вот как бы много вариантов будет, хотя, казалось бы, какая связь, да, посол Франции и то, что, допустим, и наши предметы, какая связь, да, но вот видите, мы нашли с вами вот эти связи, которые можно применить. Я не говорю, что, опять же, да, мы все задание применяем, вы можете его даже трансформировать, это задание, да, и применить у себя на уроках. Вот такие вот задания, вот этот сборник по читательской грамотности, я его могу потом скинуть в чат, вы себе его скачаете, можете его использовать, в принципе, на уроках, на биологии, на химии есть несколько вариантов заданий, и главное, что здесь очень хорошо показано алгоритм, как необходимо выполнить задание. То есть по данному алгоритму вы можете сделать свои задания на читательскую грамотность. То есть вы должны хорошо понимать, я сейчас смотрю, время у нас все-таки показывает, что заканчивается. Мы сейчас договорим по читательской грамотности. То есть смотрите, у меня сейчас такой вопрос к вам будет, коллеги. Раз мы затрагиваем именно наша сейчас область, это читательская грамотность, давайте подумаем. Ну вот у нас завершилась третья четверть, пусть последние уроки третьей четверти, темы еще у нас остались как бы. Задания, ваше видение заданий на читательскую грамотность на ваших уроках. Какое бы вы задание, ну сейчас могли бы нам проговорить задание, какое вы используете. Ну вот в вашем формате вы увидите вот таким вот образом. По любой теме, я думаю, вы с текстом работаете постоянно. Вот сейчас что вы вспомните, можете об этом нам сказать, проговорить, поделиться опытом. И всегда, когда мы говорим о плане урока, да, ваш план урока, я проговариваю всегда в плане урока, всегда, если вы работаете с информацией, она должна быть либо представлена в приложении, если у вас там какой-то текст, либо если вы обращаетесь к учебнику, вы прописываете, да, с чем вы работаете, прям страницу указываете, абзац указываете, подзаголовочек, да, с чем конкретно ребенок должен поработать. Так, ну и составляйте, допустим, свои задания. Так, коллеги, кто хочет с нами поделиться? Нас очень много, между прочим. Я думаю, вот Жанна, у вас микрофон включен, Ольга. Может быть, вы поделитесь с нами? Здравствуйте, можно, пожалуйста, я Здравствуйте, можно, конечно. Так, всех с наступающим праздником. Я, Алина Булатина, хотела бы поделиться своим опытом. Конечно же, можно читательскую грамотность использовать на уроке биологии, когда работаем с текстом витамины, например, или же с текстом применения ферментов. Думаю, ребята, когда работают с данным текстом, они способны отвечать на вопросы и, конечно же, задумываться о них. Угу. Спасибо, Алина. Ну, давайте вспомним какую-то последнюю тему, где вы применили. Допустим, поработали с каким-то текстом, задание. Так, последняя тема у нас была... Так, 11 класс, планирование, один из последних тем, или же искусственное оплодотворение. Да, вот хорошие темы, где много... В данных темах, да, действительно, можно было тоже применить читательскую грамотность. У нас были подобные задания, только мы работали с карточками, ну, используя текст, параграф. Угу. Вот эти темы, о которых вы сейчас говорите, Алина, да, в 11 классе, они, во-первых, новые, об этих разделах, об искусственном оплодотворении раньше мы не говорили, да, и на самом деле там информации можно находить большое количество, можно предоставлять им возможность искать в интернет-ресурсах информацию, да, то есть источников может быть разное количество, а вот что вы им уже предложите, да, по этим источникам, что вы хотите, что они должны выбрать, и там этические стороны оплодотворения искусственного, да, и за и против, как бы об этом готовность интересоваться естественными научными идеями. Вот такое вот большое объемное определение. Я хотела бы услышать от вас, да, как вы понимаете данное направление, да, естественно-научная грамотность, читательскую грамотность мы с вами проговорили, а вот естественно-научная. Ну, пусть вы опираться будете вот на это определение. Может быть, у вас есть свое видение и свое формулирование данной грамотности. Коллеги. Можно мне слово? Вот как раз естественно научная грамотность
9 класс, последняя тема генетика человека. Она продолжается методом изучения наследственности и предупреждения наследственных заболеваний. Вот здесь мы говорим о том, что в нашем мире статистику приводим, да, такие-то заболевания, говорим о наследственных заболеваниях. Но мы же им должны дать еще и научные знания. Вот поэтому помимо учебника, который ребята изучают, учебника, даем еще и интернет-ресурсы. Вот, потому что мы должны их учить, чтобы они выбрали из интернета самое главное, раз. Дальше, второе, по теме, потому что дети еще не совсем могут выбирать же, да, вот нужный материал, а мы их должны этому научить. Вот. И из этого материала интернетного в интернет нужно будет выбрать конкретно, отобрать. Итак, тема должна быть, да, какое-то заболевание, признаки этого заболевания, и подводим научную основу причины возникновения этого заболевания. То есть вот это очень даже плодотворная тема, которую мы заканчиваем вот эту четверть. Так, вот я, к сожалению, не вижу, кто говорил имя. Скажите мне, чтобы я обратилась к вам. Не вижу. Ольга Шамонова. Ольга, большое спасибо. Совершенно верно. Вот вы сейчас сказали о том, что естественно-научная грамотность, вот проговорили вы тоже, что это способность также работать с информацией. То есть если говорить о читательской грамотности, естественно-научной грамотности, то есть они грамотности основаны, они тесно взаимосвязаны. То есть мы работаем с информацией, не мы работаем даже, а дети работают с информацией. Мы их учим правильно искать информацию, обрабатывать информацию, применяя знания, естественно-научные знания, объяснять то, что несет данная информация. Вот эта вот цепочка, которая, наверное, она имеет место быть на каждом уроке, да, поработали с информацией, с текстом, дали объяснение через знания, которые мы получаем, которые применяем, да, научное объяснение этому, и пришли к определенному выводу. Она должна присутствовать у нас как бы на каждом уроке. То есть, естественно, научная грамотность – это способность объяснять, да, процессы. Как это происходит у нас на уроках? Можно я вставлю? Да. Дело в том, что сейчас поток информации очень большой. Да. Ну, даже волна с ковидом. И дети, когда приходят, они начинают пересказывать. Кто-то говорит правильную информацию, кто-то неправильную. И вы знаете, типа мозгового штурма начинается, неважно на каком уроке, по какой теме, в любом месте можно это вставить. Я веду к тому, что информации много, и дети теряются в ней, а мы должны их научить, чтобы они вот эту информацию подтвердили научной базой. То есть вот не просто свое или чье-то мировоззрение учитывали, а подводили вот именно научную теорию. Этому мы должны их научить. Ольга, я полностью с вами согласна. Мы живем век большого количества информации, которая на нас давит со всех сторон. Это телевизор, это интернет-ресурсы, это разные социальные сети, да, это мессенджеры различные. Об этом я тоже говорю коллегам, почему необходимо владеть вот этой вот грамотностью, эту информацию обрабатывать и не принимать все. То есть критически, опять же, мысли даже, то есть подставить под сомнение ту информацию, которую мы получаем. Вот то, что вы сейчас об этом говорили. То есть если мы знаем, если мы подкованы и владеем определенными знаниями, которые могут объяснить определенные понятия, определенные действия, то мы, естественно, не будем все воспринимать как данное. То есть, смотрите, нам скидывают огромное количество, даже через мессенджеры, какую-то информацию, но это же не значит, что мы должны все воспринимать. Дети гораздо здесь у нас гибче, потому что они уже даже больше работают, наверное, с информацией, чем мы. Наша задача, да, их научить именно эту информацию просеивать, да, и объяснять научно. Вот даже с тем же ковидом.
с той же пандемией, которая идет уже более 2 лет, да, они же тоже это должны, когда мы изучаем тему вируса, у нас есть в 7 классе, мы говорим о вирусах, у нас в старших темах опять мы возвращаемся к вирусам, здесь можно очень тесно связывать, да, и объяснять, а почему вводились эти ограничения, а для чего и так далее, объяснять все то, что не просто, да, обязательно носим маску и все, то есть, а для чего? Ну, это будет как протест. Я не хочу, то есть он должен сам прийти к выводу и объяснить, для чего это все, для чего вакцинация идет, да, для чего идет ревакцинация и так далее. Вот, кстати, о вакцинах заданием будем говорить, тоже тесно связываем с сегодняшней ситуацией. То есть, естественно, научная грамотность, она основана, опять же, на контекстах, мы возвращаемся к тому слайду, который я уже показывала, да, это может быть личностный контекст, касается только, допустим, меня и там только вас и так далее, это социальный, это уже какую-то группу людей, или это глобальный всего мира, ну, допустим, опять же, пандемия, она будет касаться, допустим, всего мира, контекст. Это разные компетентности, которые могут задания развивать, да, распознавать научные вопросы, описывать, объяснять, использовать научные факты для объяснения. Это знания, которые должны владеть дети для объяснения данной ситуации, знания о мире или знания о науке, или это методы научного познания, и отношения также, да, интерес к науке, это ответственность за отношение к ресурсам и окружающей среде, конечно же. Вот смотрите. Вашему вниманию предлагаю различные ситуационные задачи. Это даже это не задания в формате ПИЗа, это именно развитие, да, функциональной грамотности, задания, которые тоже можно применять на уроках. Задание конкретно на формирование компетенций, то есть научное объяснение явлений. Какое здесь умение показывается? Умение применения естественно-научных знаний для объяснения явлений. То есть у них должны быть знания, они же их получают, да, они должны объяснить. И идет задание. В сентябре 1940 года в Британском музее произошел пожар. При его тушении вода попала на семена шелковой акации, которые были собраны в 1793 году. Семена, пролежавшие 147 лет, проросли. Вопрос, что является причиной сохранения в течение многих лет схожести семян? Заметьте, задание, да, ситуация объясняется. Здесь даже не задание, это ситуация. И вопрос, что является причиной? Простите, у вас сбой в презентации. Не показывает? Не показывает, у вас на читательской грамотности стоит все. Все, сейчас я еще раз, коллеги. Спасибо, Зарина. Так. Еще раз. Так, вот теперь видно вам? Да, все видно. Спасибо. Хорошо. Посмотрите, коллеги, на это ситуационный текст, ситуационная задача с вопросом. Где можно применить данную задачу на уроке? Условия прорастания семян, допустим. Да, тема у нас есть условия прорастания семян. Совершенно верно. Здесь посмотрите, в чем особенность текст дан, да, и вопрос. То есть текст описывает одну ситуацию, вопрос связан, в чем является причиной, да, здесь не говорится вопрос, если бы поставили вопрос, как можно было по-другому сформулировать, чтобы это был, ну, как обычно мы формулировали вопросы, вот по этой ситуации, как бы мы дали бы вопрос детям, какой бы задали бы? Почему семена проросли? Да. Имело бы место быть, да, такой вопрос, обычно мы бы сказали, ну вот смотрите, такая ситуация, и нам нужен вопрос, почему семена проросли? Объяснение. Здесь мы вопрос ставим по-другому, да, что является причиной сохранения в течение многих лет схожести семян? Как вы думаете, что с вашей точки зрения, какой вопрос здесь, ну, наиболее, наверное, будет актуален вот к этой ситуационной задаче? Подобран вопрос грамотно, или можно все-таки было бы использовать тот вопрос, который который я предложила, да, почему проросли семена, которые столько лет пролежали, вдруг они проросли? Разницу чувствуете, да, в вопросах? Да, вот этот вариант, который вы предложили, он более такой обширный, наверное, и дает возможность ученикам размышлять, Да. и связывать с жизнью.
Совершенно верно, да, причины, они тут могут предлагать причины, да, свои, пусть даже они ошибочные причины, и объяснять, то есть аргументировать, да, почему вот такая причина аргументирует, такая причина и такая. Если бы им просто задали вопрос, почему семена проросли, им сказали, потому что они намокли, все. Все. А здесь они будут выдавать уже другой мыслительный процесс, как я детям говорю на уроке. Образуем новые нейронные связи. Каждый раз, когда мы задумаемся о чем-то, говорю, у нас образуются новые нейронные связи. Да? Давайте сейчас, если вы этого не знали, вы сейчас узнаете, и этот процесс будет запущен. То есть вот таким вот образом. Смотрите, следующий вопрос. Это тоже такого же типа задания. Опять же, ну вот я могу не читать, вы в принципе видите вопрос, да, и такие два задания к нему идут. Это на какой теме тоже урока можно применить? Вопроса не видно. Не видно вопроса? Да. Так, а текст виден, Зарина? Ну, получается, мы на предыдущем тексте, предыдущий текст только видим. Все понятно. Так, а чушь, почему у меня не пошло? Так, во втором подвиге, так вот видно? Нет? Нет, пишет сбой активации опять у вас. Ага, ну ладно, что он так у нас. Ну, пойдем таким вот образом. Так. Вот так видно вам, да? Да, все. Давайте я не буду открывать полностью, чтобы... Вот, смотрите, вот такое вот задание. Так. Так, где имеет место быть такое задание у нас? Регенерация, допустим. Совершенно верно. Регенерация. Процесс регенерации. Еще есть какие-то варианты? Можно, в принципе, смотрите, если мы говорим о регенерации, мы говорим о кишечно-полостных животных, да, то есть, смотрите, предполагают они, можно дать, когда они знают процесс уже регенерации, или можно им дать, когда они еще не знают об этом процессе, и вот, чтобы... Объяснить с научной точки зрения, да? Да, как, коллеги, лучше, как вы думаете? В обоих случаях прекрасно. В обоих случаях можно... Да. В обоих случаях можно это задание обыграть. И так они будут задумываться, то есть даже не зная о процессе, объяснять будут. И тут как бы даже приведите примеры сходных сюжетов из народных сказок. Вспомнят они сказки Змей Горыныча, тоже можно вспомнить, да. И уже когда они знают, объясняют. Совершенно верно. Тут можно одно задание дать. В принципе, не обязательно два задания. Одно задание объяснить и так далее. Вот такое вот задание. Ну, давайте. Вот по химии задание. Так, видно вам, кстати? Да. Ага, вот смотрите. Это по химии задание. Смесь белого и красного фосфора обработали большим количеством растворителя с сероуглеродом. Часть смеси не растворилась. Я, конечно же, учитель биологии, кстати, Асель Амингельдинова сказала, что я еще и химии, но я знала, что здесь будет часть химии, поэтому я для них тоже задание приготовила. Так, коллеги, вот смотрите, данное задание, я вашу программу, к сожалению, не знаю, но вы сейчас, наверное, сами, кто у нас учит химию, где можно применить данное задание? По теме фосфора, аллотропия. Фосфор белый, красный, черный. А это в какой класс? 9 класс. 9 класс. Угу. Ну вот такого вот, это все задание, как я сказала, задание, вот они, на формирование компетенции, то есть научное объяснение явления. Они объясняют научные явления с научной точки зрения. Ну вот, допустим, также по химии можно отнести это задание. При сборе урожая сельскохозяйственных культур может произойти нарушение круговорота фосфора в природе. И как можно решить эту проблему? Я так понимаю, учителя химии, тоже вы изучаете, да, круговорот фосфора в природе? Ну, это связано, наверное, с темой минерального удобрения, чтобы в меньшей степени, значит, этих фосфорных удобрений применяли, чтобы избытка не было в почве.
Не было избытка в почве. Так, теперь смотрите, следующие задания на формирование компетенции уже, да, понимание особенностей естественно-научного исследования. Немножко другое умение. Умение, какое, смотрите, мы здесь смотрим, выявление вопросов, которые могут быть решены с помощью методов научных исследований. Вот такой вопрос. У ученых-химиков есть методы, с помощью которых они могут определить, из чего состоят растения. Оказалось, что на втором месте после воды в составе растений содержится больше всего углерода. И вопрос, откуда попадает углерод в растение? И выберите один ответ. Один ответ выберите. Такие задания, они есть в формате, если смотреть в формате ПИЗа, да, вот он текст, и выберите один ответ. Они один из составляющих будут в задании. У вас здесь будет одна ситуация. Такую тему, такое задание, где... Это фотосинтез из воздуха, углекислый газ. Да, его, в принципе, можно эту применить и на биологии, и на химии. Да, это данное задание. Да. Смотрите, умение, следующее, умение распознавания цели данного исследования. Цели данного исследования. То есть представьте, вы озябли, чтобы согреться, вы начали делать гимнастику. Сердце стало работать сильнее, вам стало теплее. А здесь что они делают? Они составляют вопросы, которые помогли бы научно вам обосновать те процессы, которые происходят в вашем организме. То есть смотрите, они должны понимать, что происходит, и составить еще вопросы. Что можно сделать, да, для того, чтобы организм согрелся. Но здесь какие темы у нас можно, где это можно применить? Ну, аэробное дыхание, когда изучают. Так, да. Пение даже. Кровообращение. Кровообращение. Наверное. Работа сердца. Работа сердца. Сердце. В классе есть тема, самая первая в третьей четверти, работа мышц, и у нас там дальше идет Да, мышцы, да. Самая первая, да, тема. с сердечной деятельностью, да, это первая тема 9 класса. Да. Совершенно верно. Вот, коллеги, смотрите, да, что вы вопрос не задаете им, да, что они должны сделать. Пусть они, то есть они же должны, чтобы прежде чем составить вопросы, они должны представить, да, какое исследование они проведут, что они сделают. И потом уже составляют вопросы. То есть не просто вы здесь какой-то вопрос, да, вы озябли, что вы сделаете, чтобы согреться? А вы скажете, вы сделаем гимнастику, чтобы согреться, мы побегаем, попрыгаем и так далее. Все на этом. Нет, вы делаете немножко по-другому. Так, умение следующее, овладение научным подходом к решению различных задач. Да, вы знаете, что клетка – структурная функциональная единица живого организма. И вопрос, можно ли считать отдельно органоиды структурными функциональными единицами жизни? Да, то есть научный подход к решению различных задач. Можно ли, и они обосновывают, можно ли считать. Но это тема клетка, да, структурная единица. Здесь она имеет место быть, конечно же, да, отдельно органоид. Это не только и в 6 классе мы говорим на естествознании, в 7 мы говорим о клетке, и дальше мы в 8 говорим о клетке. В 8 говорим, в 9 говорим, и в 10 детям, в 10 классе более, им легче распознавать информацию, потому что об органоидах там намного больше. Да. То есть здесь у них уже обширность уже будет больше, кругозор больше для детей 10 класса, или ежели мы, допустим, берем детей 6 класса естествознания при изучении предмета. Совершенно верно, Зарина, да, конечно, тем более они знают уже больше органоидов, здесь можно дописать органоиды или конкретно сказать о каком-то органоиде, вообще акцент делать на какой-то определенный органоид и вот таким образом поставить за вопрос. И выдвижение объяснительных гипотез, как тушит огонь углекислый газ из огнетушителя. То есть они здесь полагают уже объяснение, да, они должны объяснить, как тушить, да. Мы не говорим, что тушить огонь необходимо углекислым газом из огнетушителя. А вот теперь вопрос здесь, как тушит огонь углекислый газ из огнетушителя. Здесь это вот... Здесь, я думаю, здесь детям можно, знаете, любого класса дать, начиная с 5 и заканчивая 11 классом. Здесь они могут даже, знаете, можно дальше задания дать на компьютерах, чтобы они в PowerPoint поработали, да, то есть то, что сейчас нам нужно на ПИЗе, да, чтобы они умели это делать.
потому что дети сейчас многие не умеют работать с компьютерами, да, они не умеют рисовать, некоторые вообще даже таблицы составлять не умеют. То есть вот здесь уже мы можем креативить с детьми. То есть им даем, там, мы можем давать им кластеры, мы можем, чтобы они работали на компьютерах, вот все что угодно. То есть уже на их усмотрение, как они это видят. И уже они могут там поделить их на группы, они могут там уже, кто-то у них будет рисовать, кто-то будет защищать, кто-то будет находить информацию. То есть здесь можно все что угодно придумывать. А я предлагаю здесь вообще интересное задание. Здесь, во-первых, и моделирование, больше ориентироваться на профессиональную, вот будущие пожарники. Как бы они это поступили, как бы это сделали они. Тушили бы, например, огнетушителем. Что для этого? Это же практическое применение полностью надо знать. Не просто огнетушитель. Очень хорошее задание. Очень хорошее, да. Молодцы, Здесь, спасибо. получается, и практические знания, и научные знания. Тут вообще такой вопрос. Да, и развитие креативного мышления, то, о чем мы говорим, тоже здесь, да, вот у нас тоже направление, как бы здесь, конечно, это будет видно. Спасибо. А вот извините, пожалуйста, предыдущее задание, вот я, например, с ним не согласна. Здесь общее, здесь вот именно очень много общего, конкретизации нету, я считаю. Его бы можно было разделить. Как разделить? Вот даже не знаю, это своего рода, помните, мы всегда составляем на уроках эту таблицу, каждый органоид какую функцию выполняет, а здесь все общее. А здесь, смотрите, вопрос же никакую функцию не выполняет. Можно ли считать отдельные органоиды структурными функциональными единицами жизни? Но они все будут структурно-функциональны, или я не права? Каждый органоид. Так вот, они должны объяснить, да, мы же, да, вы правильно говорите, что когда мы изучаем клетку, мы делаем с вами таблицу, да, и всегда записываем особенности строения и выполняемые функции, да, а здесь у нас основное, смотрите, основная идея, что клетка структурная и функциональная единица живого организма. Почему? Во-первых, они должны уже знать, почему мы ее называем структурно-функциональной единицей. Хорошо, они объяснили, чтобы объяснить, что митохондрия, допустим, отдельно органоид, это структурная единица жизни, они должны знать сначала клетку. А теперь они должны объяснить, можно ли считать, то есть они должны выдвинуть свою версию. Можно ли считать этот органоид, допустим, пластиды, да? Хорошо. Поняла, да, только один вопрос только считается, а я подумала. Хорошо, спасибо. Да, спасибо вам, коллеги, за работу. Так, это мы с вами посмотрели. Так, вот такое вот задание. Формирование компетенции уже, да, интерпретация данных для получения вывода. Умение, какое развиваем? Построение логических рассуждений. И вот идет вопрос. Я его не буду, ситуация и вопрос. Чем могут отличаться от других те животные, которые удается поймать хищным птицам? Ну, прочитайте саму ситуацию. По теме естественный отбор, да? Так, можно применить, да. Еще, коллеги? Ну, там тема же есть, тоже хищные птицы отдельно. У нас тоже, кажется, в курсе. Хищные птицы? Да, я точно не веду биологию, поэтому имеется в этих классах. Раньше мы так рассматривали. Раньше, да, раньше была тема именно там. В 9 классе раньше была тема такая. Да. Чем могут отличаться другие животные? Здравствуйте, коллеги. Мне кажется, можно вот в теме 9 класса «Борьба за существование», там, где межвидовая, то есть они должны, ребята, рассуждать, почему поймали именно то или иное животное. То
то, что оно более слабее, менее приспособленное к жизни, поэтому хищная птица это поймала это животное, а если оно более такое активное, то его поймать сложнее, где-то спрячется, где-то быстрее пробежит, я думаю так. Может быть, еще по теме пирамиды в составлении пищевых цепей, вот эту тему. Да, в 7 классе, да, можно применять сразу, да. Да, можно. Можно еще применять, где типы питания, автотрофные, гетеротрофные. Тоже можно связать, да, с этой темой. Да, и по теме консументы первого порядка, второго порядка. На этой теме использовать этот текст. Можно. Совершенно верно. Так, ну вот смотрите, сейчас что я вам хотела показать? Хотела показать, это вот были ситуационные задачи, задания на функциональную грамотность в формате ПИЗа. Я сейчас закрою вот эту презентацию и открою вам задание. Так. На самое начало, да, мы там рассматривали разные ситуации. Вот оно задание. Я, кстати, вам говорила про вакцины, да, очень тоже такое вот актуальное задание, вакцины. Может быть, с этим заданием тоже сталкивались. Это уже в формате ПИЗа непосредственно идет. Вы можете тоже полностью взять, в принципе, на уроке использовать, а можете взять фрагменты этих заданий, да. Идет вот описание, текст вакцины, с чего все начиналось. Ну, как раз тут все актуально с пандемией COVID-19, да. И вакцинирование. Тоже очень тесная связь с жизнью. И пошли задания, да, с чего все начиналось. Задание первое из 5. Вот оно, первое задание, да. На фотографии показаны руки больного оспой. Раньше примерно 30% людей, заболевших оспой, умирали. Идет описание этой болезни. То есть на основе, допустим, данного задания можно составлять свои задания. И опять же здесь нужен вариант ответа. Можно ли считать такую процедуру, которая называется вариоляция, безопасной? Вот, текст и так далее. Нужно здесь выбрать. Ну вот попробуйте, допустим, так, ответить на данный вопрос. Вам видно, кстати, я тоже не спросила я. Да, все видно. Так, ну что вы скажете? Да или нет, и объясняется свой ответ. Необходимо здесь объяснить свой ответ, да, не просто мы говорим да или нет, еще объясняется свой ответ. Можно ли считать такую процедуру, которая называется вариоляция, безопасной? Сейчас начинать будем? Нет, конечно, в 11 же только начало. Так, коллеги, задумались над первым вопросом, и сразу мы задумались, да? Вариоляция, прививка натуральной оспы. Данный метод можно считать безопасным? Здравствуйте. Я считаю, что можно считать безопасным. Конечно, здесь же гноящиеся выделения, значит, уже лейкоциты поработали, поэтому это ослабленные, получается. Натуральная оспа, она ослабленная. Это то же самое, что сейчас применяется, но просто это было много-много лет назад.
Да, Поэтому с этого все и начиналось. Да, вариоляция это как раз началось именно с натуральной оспы, когда мы побороли, в принципе, эту оспу, да, и сейчас болеем в легкой форме. Объясняется ответ. Ну, опять же, ну, сейчас, может быть, не будем останавливаться сильно, да, вот опять же текст тоже нужно, какой важный вывод мог сделать Дженнер, проводя эти опыты. Ну, идет вот текст, вот то мы говорили, вот она читательская грамотность, опять мы работаем с текстом, вот идет текст, и они работают с текстом и выбирают. Да просто мне, наверное, самой проводить придется семинар. Я поэтому и слушаю. Коллеги, Мне говорили, что это. коллеги, выключите, пожалуйста, микрофон. Так, третье задание, опять же здесь, да, установить последовательность действий Луи Пастера при разработке вакцины против куриной холеры. Здесь они, правильная последовательность, должны установить как действие Луи Пастера. Опять же, вот он текст вот он небольшой, текст, и вот здесь вот они устанавливают правильную последовательность. Здесь, кстати, применение данного задания очень широкое. Хочу сказать, вы сейчас сами скажете, где. Здесь, опять же, что вводит в организм при вакцинации? Ну вот дети должны же знать, да, это вообще очень хороший вопрос, что вводит при вакцинации. Вот здесь вот можно, допустим, поменять задание и при вакцинации даже говорить, что вводит при вакцинации от COVID-19. Можно здесь сделать вот такую вот трансформацию. Можно здесь сделать? Можно, да? И с чего все начиналось? Вот Казахстан, воспользуйтесь таблицей, здесь был, кстати, российский календарь профилактических прививок, я вот исправила, сделала казахстанский, да, они смотрят на национальный календарь прививок Республики Казахстан и отвечают на вопрос, как вы считаете, может ли заболеть в настоящее время оспой человек от 0 до 18 лет, встретиться с инфекцией оспы, и обоснуйте свой ответ. Ну, можно здесь, кстати, и взять, ну, здесь конкретно было просто все задания по оспе, да, вакцинация по оспе. Мы можем обыграть и сделать другое задание. Где можем применить, коллеги? Согласны вы со мной? То я когда-то вас так, я вам указываю, получается, как это задание можно применить и где. Ну, мы в 10 классе же мы проходим, изучаем же мы там, вот, именно коронавирус, тема у нас есть, да? Есть. Вот. И мы можем просто как бы, как в предисловии им дать, чтобы они разбирали. Вот, а потом уже идти уже, почему делается, для чего делается. Особенно сейчас у нас все равно, хотя все вакцинируются, ревакцинируются, но людей, большинство людей у нас еще опасность, да, с опаской думают, зачем, для чего. Ну, как бы, чтобы дети у нас уже, дети могут, изучив это уже на научной точке зрения, уже донести и своим родителям, во-первых, ну и сами. У нас сейчас проблемы вакцинации детей. Да. Да, и тем же самым, те же старшеклассники могут дойти как с информацией для младших классов, на классных часах и так далее. То есть здесь можно использовать на примере того, что вот раньше это так и было, что все болели, но используя теперь метод вакцинации, что ребенок только рождается, его вакцинируют, и ничего страшного в этом нет. И то же самое сейчас с коронавирусом, поэтому все живы-здоровы, просто не надо бояться. Ну и как бы вот таким вот образом, то есть можно рассматривать. Да. Первое знакомство, спасибо, Зарина. Рассматривая тему иммунитет, можно рассмотреть вот эти вот вопросы. Точно так же можно детям задать вопрос элементарно, почему нельзя вакцинировать больных данным заболеванием людей. Совершенно верно, да. Хорошо, и иммунитет, естественно, да. И первое знакомство с вирусами у нас идет, по-моему, в 7 классе, тема идет вирусы. Здесь тоже на опережение можно дать, да, потому что сейчас очень много информации по вакцинации, да, они же ее тоже видят, слышат, ну пусть они поработают с этой информацией. На опережение пусть пойдут, тем более это очень актуально, как бы, потому что, да, вакцинация подростков, да, с 12 лет, как раз это вот уже возраст 7-классники, даже младшие дети, то есть, чтобы они уже понимали, чтобы за них не решали, допустим, да, понятно, у родителей свой взгляд, и они должны уже тоже в этом разбираться.
быть компетентными, будем так говорить. Вот такое вот задание. Теперь смотрите, коллеги. Еще одно направление, о котором я хотела вам сказать сегодня, это креативное мышление. Да, вот мы сказали читательская грамотность, естественно, научная грамотность, и последнее у нас креативное мышление. Почему его сейчас тоже делают акцент? Ну, потому что это потребность времени. Если говорить о компетенциях, о них очень часто тоже говорят, компетенции 21 века, да, или 4К компетенции, это 4 основных компетенции, которыми должны владеть наши дети, потому что рынок труда, он очень быстро меняется, да, наши дети, которые сейчас пошли в 1 класс, через 11 лет, плюс еще где-то обучение, да, они будут совершенно на другом рынке труда, поэтому веяние времени, да, и даже пандемия, которая нас поставила в другие условия, нам показывает о том, что нужно владеть вот этими 4 основными компетенциями, то есть критическое мышление, коммуникативность, кооперирование или сотрудничество и креативность. Креативность – это одно из направлений, почему оно является важным, наверное, для детей в настоящее время и очень актуальным. Во-первых, креативное и критическое мышление. Коллеги, давайте мы с вами вот это вот, ну, как сказать, креативное и критическое, это одно и то же или это разные направления? Будем так говорить. Вот так вот я вопрос задам. Критическое и креативное мышление – это разные? Разные, конечно. Да, разные направления. Да. Критически может, допустим, ребенок, когда, ну, касается это троечников и двоечников, которые на каждый урок, приходя в школу, они креативят как могут, да, то есть выходят из положения. Для того, чтобы выйти из положения, им нужно креативить. Из критического переходим резко к креативному мышлению. То есть они из той информации, которую они услышали, допустим, кто-то вперед, одноклассник ответил, вот информация какая-то маленькая дана, из той информации, которую он что-то там запомнил с прошлого урока, ему это все нужно собрать, еще при том, при всем связать, может, с жизнью. Такие дети более, как сказать, свободные, и не боятся ничего. Вот они вот креативное – это творческое мышление. Главное. Да. Я говорю, у них творческий подход у детей таких. А критическое, коллеги, мышление? Критическое – это на первый взгляд, сразу, с понимания своего рода. Критическое мышление – это… Можно добавить чуть-чуть? Можно. Ну вот, на мой взгляд, это немножечко однобокое понимание по той простой причине, что ведь и критическое может, по сути, быть и креативным, потому что тот ребенок… Находили выходы из этой ситуации. Посмотрите, как наша пандемия, дистанционное обучение нас заставило и научило многим моментам, которых мы раньше не знали. Как мы переходили из одного формата в другой, мы меняли подходы, мы меняли методы, приемы и так далее, да, меняли платформы для обучения. И это очень важное качество для современного учителя, да, который прежде всего, чтобы говорить детям о креативности, должен быть сам креативным педагогом, да, креативным и критически мыслящим. Да. Привычка размышлять и мыслить креативно – это важнейший источник развития личности учащегося. По креативному мышлению, коллеги, тоже есть задания, определенные задания, которые… ну, имеют место быть, наверное, может быть, если не на всех уроках, но если его обыграть, опять же, да, я говорю, то можно найти применение. Вот, к примеру, сейчас я вам покажу еще последнее уже задание на креативное мышление. Так, на креативное мышление. Угу. Так. Коллеги, вот там вам виден экран? Да, виден. Да, виден. Да. Вот это вот задание, ну, это как раз для современных, может быть, школьников, может быть, его и применять мы на уроке
просто пример задания, а вы уже можете, ну, чтобы вы понимали формат задания на креативное мышление, комплексное задание успеть все, 9 класс, да. Очень часто возникает ситуация, когда необходимо сделать много дел за небольшой промежуток времени. Вот описывается ситуация. Ну, вот это задание, между прочим, можно, да, немножечко? Оно немножечко, его надо видоизменять очень сильно по той простой причине, что оно разнится с нашим менталитетом. Тут, если по воспитанию брать, вам любой воспитатель скажет о том, что позвонить дедушке во время мытья посуды 5 минут играет, ты разговариваешь с дедушкой, и 15 минут ты играешь с котом Клаусом. Ну, тут ясно, понятно. Видите, немножечко идет подмена личностная и подмена отношенческая, то есть мы должны воспитывать все-таки любовь к родителям, любовь к родным и близким, согласитесь, да? Поэтому если вот сама система, она в принципе хороша, но ее менять надо в корне, потому что наши дети, ну, они и так у нас настолько, по-моему, не заняты, и настолько они больше, вот самое главное здесь быть с телефоном написать о том, что поменьше с телефоном играть, и тогда, наверное, и на дедушку, и на кота Клауса время останется, и на все, простите, не выйдет. Совершенно верно, совершенно верно. Это уже ваше будет решение, как вы это задание. То есть это я пример, я искала, я больше вам делала акцент на естественно-научную, конечно, грамотность, но для примера привела задание на креативное мышление. Поэтому здесь уже ваша будет, ну, наверное, ваша идея будет, как это задание обыграть, и опять же связать все равно с нашей направленностью наших уроков. Вот таким вот образом. Так, я сейчас... Вот такое задание можно, знаете, применить в 6 классе на естествознании, когда дети изучают питание. Вот я, допустим, давала такое задание для того, чтобы было правильно питаться, да, что для этого необходимо. Они выбрали режим дня. Я говорю, ну, составляйте режим дня. То есть они уже сами составляют режим дня, соответственно, своим питанием. То есть они что они должны соблюдать для того, чтобы они были здоровы и так далее. И тому подобное. То есть тут дети тоже... Так, и презентацию, ну давайте сейчас я ее тогда тоже закрою и вам отправлю ее. Спасибо большое. Так, потому что там задание вы хотели, да, наверное, сейчас сохранить. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как скачать презентацию? Если вы за компьютером, можете прям заходить в чат, заходите, да, и там скачивается материал, да. Прям нажимаете на сам материал. На стрелочку нажимаете, да, и она скачивается. Так, давайте я вам сейчас презентацию еще заброшу. Так, все, и презентация тоже отправила, можете ее тоже скачать. Коллеги. Такой диалог получился прекрасный. Да, Спасибо. мне тоже. Спасибо вам, да, за наш диалог именно, да, не за мой монолог. Я боялась, что у меня будет монолог. Не появилась в чате, Кристина пишет. Это, мне кажется, если с телефона, наверное, не появляется, да?
Ольга Телефона не Александровна, появляется. давайте вы надо скиньте именно на мою У нас почту, ноутбука скиньте, а я в есть, чат Появилось, вижу. хорошо скачивается. Все хорошо. У кого не Я вот свой скачалось, номер Ольга напишу, если кому-то надо. Так. Ольга Александровна, если вдруг, может, на почту, тогда мне, я коллегам Сельма скину. Ангельдина, я так понимаю, я вам скину, да? Да, ага. Скините мне, я тогда коллегам Может, в перекину, облако? кто не Скинуть смог лучше. скачать. Ну, в принципе, что в чате тоже было, может, кто сегодня не смог выйти. Сельма Ангельдина что-то Да, подписать, что-то да? у нас. Да, она что-то зависает. Наверное, устал у меня интернет уже. Я Сельма Ангельдиновне скину тогда, да, материал? Да, хорошо. Спасибо, в Ольга облако Александровна. можно. Сегодня, я думаю, несмотря на праздник, у нас получился такой активный диалог, как вы подметили, да, что все-таки начало Нового года мы начинаем с продуктивности, именно с прокачки нашей педагогической деятельности, да, наших педагогов. Я надеюсь, что это начало очень хорошее. Спасибо, Ольга Александровна, очень познавательно. Самое главное, что все-таки вижу, что коллеги заинтересованы в данном именно исследовании, чтобы проследить их хорошо. Вот начата Там не работа. слышно. Я коллеги еще... Вот, поэтому спасибо. Коллеги, есть еще что сказать? Вопросы? Коллеги, вот я свой номер отправила тоже с WhatsApp. Если надо, вы мне напишите, я кому-то отправлю, может быть, там на WhatsApp или на почту. Хорошо? Контакт свой. Коллеги, у нас, в принципе, завтра выходной. Мы на Сельму Ангельдинову все равно не слышим уже. Да вы что, блин, что делать? Никак. Да. Что-то Ольга проблема. Александровна, спасибо вам большое. Как? Очень интересно было, позитивно, креативно. Спасибо вам большое. Спасибо, коллеги. Творческих успехов нам и хороших моментов, наверное, в нашей работе, хороших результатов еще. Нам очень важно. Самое главное – благополучие и здоровье. Да, спасибо Ага. большое всем. Давайте. Всех еще раз с праздником. Наурыз мейрамы куту болсын, коллеги. Спасибо большое, Ольга Всех с Александровна. праздником. Рахмет.